такой, как бы, сегодня есть сбор пожертвования на Дом Божий. Нужно ли это вообще это делать? Я прочитаю такое Слово Божие. Это книга пророка Агея, 1 глава. Из 2 стишка и ниже выбрал, чтобы так сказал Господь Савов. Народ сей говорит, не пришло время, еще время. Не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении. По милости Божией, братья и сестры, это не укоризненные слова. Это иногда Бог к нашему сердцу говорит. Цель нашей жизни, вообще цель нашей жизни на земле. Ну, мы живем, надо и детей, семья надо, все надо. Обеспечить, помочь детям, семье помочь. Это надо, это забота. Кто не печется о своих домашних, так уже неверного. Но, братья и сестры, есть первостепенные задачи, есть второстепенные задачи. И наша жизнь, вот когда вот я прочитал вот это, иногда читаю вот это Слово Божие, ну, никогда вот времени нет, бывает такое, нету времени. Да просто, оно быстро как-то все летит в жизни. Но когда-то было время, народ Божий переживал такое время. И он говорил, ну, дома начали украшать, все строить начали. И сказали, ну, не время строить Дом Божий, ну, не время. И может действительно было, столько народ поднимался. А Бог говорит, что нужно строить Дом Божий. Через пророка Агея. А вам самое то время жить в домах ваших. Оказывается, братья и сестры, что все в жизни, оно имеет баланс. Божий баланс. Бог дает благословение и дом строить свой, и Бог дает благословение и Дом Божий строить. Дано время. Но среди этого всего времени написано, есть время лукавое. Вот который иногда, когда человек попадет под это время лукавое, вот люди говорят, не время. Да никогда же не время. А здесь смотришь, зима. Ну как здесь делать? Ну не будет делать. Ну надо лето ждать. Надо лето ждать. Но, братья и сестры, то, что Бог иногда ложит людям на сердце, знаете, бывает очень хорошее. В своей жизни, знаете, я когда-то смотрел на одного человека, взял пример за одного человека, верующего. И он имеет сейчас 91 или 92 года. Он старший диакон церкви. Старший диакон церкви. И он церковь очень большая, где-то 1000, я не знаю, может, 2 людей. И он сидит в церкви, там, где проповедники сидят. И я вот эти наблюдал за ним в своей жизни. Я взял урок. 1000 людей. И среди 1000 людей я обратил внимание только на одного человека. Я пришел с мира, в мире жил, понимал совсем по-другому. Мое отношение было к храму Божьему. Я почитал, имел почтение, уважение. Это было заложено, я не знаю кем, может бабушка моя молилась, может кто-то молился. Было заложено, что почтение к Дому Божьему, это не то, что как сегодня, пришли спорить, кричать там. Это не то, не о том я говорю. Что такое почтение? Есть место, где Бог, для служения, в котором мы сходимся, проповедуем, говорим Слово Божие, молимся. Это есть место. Его можно осквернить. Как его осквернить? Своими устами, своей жизнью. Можно сказать, можно объяснить. Но я обратил внимание на это, в чем это было мое обращение. Это мне тогда было 24 лет. Я смотрел на этого человека, вспоминаю, я говорю, он живой. Уже дети его умирают, а он живой. В чем смысл был? Когда мы строили Дом Божий, когда у нас был один такой Дом Божий, ходили туда и пятидесятники, и баптисты, и субботники ходили в один Дом Божий. Это был маленький молитвенный дом. Вмешались все в этот дом. Все вмешались. Представьте себе, 3 деноминации, субботники, баптисты и пятидесятники. Я думаю, якби сегодня вот эти 3 деноминации вести, что же там было бы? Все уходили, никто ни с кем не спорил. Никто ни на кого не кричал. Все
понимали, может, какие-то были недопонимания. Но никто никому не рассказывал. Это было такое время. А когда начали строить Дом Божий, я обратил это внимание на этого человека. Почему? И знаете, когда строили, уже свели каркас, и уже такой каркас был. И я помню, обращал внимание зимой, когда там епископа заходили, пастора заходили, все заходили туда, вы знаете, как бы в дом свой, как бы по привычке. А этот человек, он заходил зимой, шапочку снимал, снег отрас на улице и заходил без шапки. Еще не было, никаких там служений, ничего не было. Я думаю, какая же разница между этими людьми? Очень большая. Я потом посмотрел на его жизнь, и посмотрел на жизнь детей, и посмотрел, как они жили. Кто этому человеку одному из 1000 людей, там было 1000, 2 и больше, там одной только было молодежи 1800 человек. Кто этому человеку вложил в сердце, вот знаете, вот так относиться? Он работал, он был, знаете, как тогда была работа, не давали хорошие работы, работали слесарями, там, токарями работали, такие работы он работал. Но, братья и сестры, никто людей не принуждал. Вы знаете, давать, заставляли людей, вот надо отдать деньги, вот столько-то денег надо. Всем двигает любовь к Богу. Всем, абсолютно всем. Финансами, временем, своим, жизнью своей. Какая цена Бога, мы, братья и сестры, вот здесь показываем в своей жизни. Имея цену. Я ценю Бога своего. Я уважаю своего Бога. Я имею почтение к Богу моему. Почему люди шли в тюрьму? Если бы они не любили Бога, не имели почтения Богу, то никто с них бы не пошел в тюрьму. Почему люди одевали все последнее, продавали, я помню, были в первом молитвенном доме, когда у нас было больше половины баптистов, моя мама баптистка была, и были пятидесятники, никто ни с кем не спорил. Ткали, вы знаете, полотна, ковры ткали, продавали, люди шли за 50